На этих кадрах видно, как женщина с малолетним ребенком переходит дорогу по оживленной улице. При этом она не боится ни за себя, ни за мальчика. Инспекторы стараются как можно чаще проводить профилактику с детьми и их родителями. Несовершеннолетний оказывается под колесами, казалось бы, в самых безопасных местах. На улице Можайского водитель Toyota Ipsum наехал на ребенка прямо во дворе дома. В результате у мальчика закрытый перелом стопы. Более 300 профилактических мероприятий, акций, флешмобов и так далее, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Но при этом за последние несколько лет на наших дорогах погибло более 10 детей. Какая бы работа ни проводилась, аварии все равно случаются. И нередко будни инспекторов связаны с несчастными случаями. Он появился посередине дороги, а по тормозам даже руль не успел среагировать. Смерти на дорогах происходят практически еженедельно. По словам заместителя начальника республиканского ГАИ Льва Рабиновича, воспитать дисциплину у водителей крайне сложно. Многие начинают задумываться только после трагедии. У каждого создается впечатление, и кое-где и досада, ведь могло быть этого и не быть. Тем не менее, факт остается фактом. ДТП есть. Татьяна Олеговна, ветеран ГАИ. В госавтоинспекции она проработала почти 20 лет. Сейчас, выйдя на пенсию, за руль не садится. Признается, зная ошибки людей на дорогах, страшно быть участником дорожного движения. Слишком много знаю вот всевозможных ошибок водителей. Даже мы с мужем, когда едем рядом, я его постоянно... Вот он сейчас это сделает, вот он так вот проедет. Потому что я всю эту вот кухню знаю. Неуважение к другим водителям и пешеходам – это главный фактор дорожно-транспортных происшествий. Профилактика культуры вождения все же дает о себе знать. Если судить по итогам 2015 года, то здесь количество ДТП снизилось на 7%. На 6% уменьшилось и число пострадавших, и удалось сократить число погибших на 16%. Тем не менее, показатели смертности и травматизма на дорогах все равно остаются на высоком уровне. Их поддерживают все те же нетрезвые водители и превышающие скорость. Ильян Бояркин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.